Дорогие якутяне, в этом году Международный день музеев в стране отмечается 16 мая, но год нынче особенный. 70-летие Великой Победы мы отмечаем. В стране год объявлен годом памяти и славы, а в нашей республике годом патриотизма. Конечно, музеи имеют исключительно большое значение в жизни любого общества, нашей стране, нашей республике, в любом улусе, в любом наследии музеи играют большую роль. Они воспитывают патриотизм, изучают родной край и, конечно, являются центрами военно-патриотического воспитания молодежи, вообще воспитания лучших традиций родного народа, всего нашего народа, народа страны. Вот. Но накопление краеведческих знаний практически началось после присоединения Якутии в состав российского государства, начиная с 17 века, но особенно годы Петровской эпохи усилилось изучение Северо-Востока Азии, были снаряжены экспедиции, вторая Камчатская экспедиция 1733 года по 1740-е годы. Здесь был в речке Тамга, ныне в Мирно-Калгасском районе, железоделательный завод, Тамгинский завод. И постепенно во всем мире, потом в России начали создаваться музеи. Первым музеем России считается Кунсткамера, который создал Петр I. И с началом промышленного развития Сибири, с появлением горнодобывающей промышленности начали создаваться музеи. В Иркутске, городе Минусинске уже в 60-е годы 19 века появились первые музеи. К тому же Россия начала участвовать и у себя организовать различные выставки, например, промышленные выставки, этнографическую выставку. И Якутия всегда участвовала, и накопление всех этнографических материалов, краеведческих материалов шло через Иркутский музей. Все диковинные находки, какие-то там различные этнографические материалы и так далее, они отсюда из Якутска посылались в Иркутск, Восточно-Сибирское отделение географического императорского российского общества. И я хочу отметить деятельность академика Герарда Фридриха Миллера, который составил второй Камчатской экспедиции. В 18 веке побывал здесь в Якутске, собрал коллекции, и все эти вещи отправлялись в Кунсткамеру. Сейчас музей этнографический музей этнографии имени Петра Великого. И я сам лично изучил там материалы юкагирской коллекции академика Миллера. Сейчас сохранить я не знаю. И в 1887 году, 20 февраля, здесь у нас в Якутске состоялось заседание Якутского областного статистического комитета, где секретарем работал Андрей Иннокентьевич Попов, и был поднят вопрос о создании здесь Якутского областного музея. К этому времени князец второго Чачуйского наследия Брюйского округа отправил здесь череп ископаемого быка. Этот экспонат сохранился, экспонат номер 1 нашего музея. И было принято решение. Это постановление было подписано 22 февраля
1887 года решение о создании Якутского областного музея. Мы считаем, вот последние годы мы начали считать, что годом открытия, принятия решения о создании Якутского областного музея, именно вот эту дату. До этого всегда отмечали по старому стилю 26 мая 1891 года, когда была открыта первая экспозиция Якутского Якутского областного музея. К этому музею удалось собрать коллекцию, где-то в коллекции было около 800 редчайших предметов. Это была первая коллекция Якутского областного музея. Андрей Иннокентьевич Попов, он переписывался с создателями музеев, в частности, он Николаем Михайловичем Артемьяновым, организатором Минусинского краеведческого музея, и он советовал, как организовать музей. Сначала приняли программу, как собрать коллекцию, и Мартемьянов посоветовал использовать в качестве хранителей музея, организаторов музея политических ссыльных. В своем письме он отметил среди них очень много образованных, культурных людей. И история нашего музея показывает о том, что вот в дореволюционное время, до революции, 26 политических ссыльных работали или хранителями, или организаторами Якутского музея. Дореволюционный период с 1911 по 1913 год здесь у нас работал политцильный Алексей Кириллович Кузнецов, известный сибирский краевед. Он 2 года здесь провел исключительно большую работу, но потом был переведен в город Читу. Кстати, он там тоже создал музей. Вот в Агинском музее я посмотрел разделы, которые организовал Алексей Кириллович Кузнецов. А в 1914 году якут ссылали большевика Емельяна Михайловича Ярославского, который написал заявление, зная о том, что местный музей находится без попечения, нет хранителей. Он сказал, даже без зарплаты, даже без вознаграждения, могу работать хранителем этого музея. И его назначили, и 1915 по 1917 год, до отъезда после февральской революции, Емельян Михайлович Ярославский работал хранителем Якутского областного музея. К этому времени он написал даже историю Якутского областного музея, и мы считаем, что в 1887 году музей открыли, и до дореволюционный период, и после революции музей назывался Якутский областной музей. Но после революции музей некоторое время был в бесхозном состоянии, но потом уже в 1920-е годы Максим Кириллович Амосов получил задание организовать здесь якутские выставки по истории партии, ИСПАРТ. И начали заниматься, и в 1924 году решением ЯЦИК, Якутскому областному музею, было присвоено имя Емельяна Михайловича Ярославского. А в 1926 году областной музей стал Якутским республиканским краеведческим музеем имени Емельяна Михайловича Ярославского. И якутское правительство завершило строительство здания, которое раньше начали строить как покои якутского архиепископа. И в 1926 году музей переехал это нынешнее здание. И в 1924 году, как вы все знаете, по
инициатива Максима Кировича Амосова здесь работала научная экспедиция по изучению производительных сил Академии наук нашей страны. Руководство республики обратилось руководству Академии наук с просьбой оказать содействие Якутскому краеведческому музею. Но тогда эта комиссия, руководитель Академии Виттенбург, они с большим пониманием отнеслись и направили опытных музейных работников с Ленинградского и Московских музеев. В частности, Мария Моисеевна Измайлова здесь вот работала в это время, так, и они поставили новые экспозиции в 1926 году. Это, в общем-то, была экспозиция на уровне центральных музеев. И в 1928 году Третьяковская галерея передала дар Якутской республике 26 картин, которые стали основой для создания при Якутском краеведческом Якутском республиканском музее картинной галереи. На основе этой картинной галереи потом был создан Якутский художественный национальный музей. В годы войны музей работал, хотя с коллектива музея трое были сразу призваны в армии. Об истории работы музея в годы Великой Отечественной войны написал дипломную работу известный краевед Сергей Никонович Сизых. Но в годы войны музей работал, в общем-то, собирал материалы, организовали встречи с фронтовиками, героями войны, снайперами и так далее. Очень долгое время директором музея в эти годы после военный период работала Мария Васильевна Местникова, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Якутской Республики. В это время работали такие известные музееведы, как художник Михаил Михайлович Носов, фольклорист Иван Георгиевич Березкин, Сесен Иванович Вало Десковский, заместителем директора музея работал в то время известный краевед Иван Дмитриевич Новгородов. А 1960-е годы при обкоме комсомола был создан клуб революционной, боевой и трудовой славы. Там в основном стали членами этого клуба старые большевики, участники гражданской войны, многие ветераны Великой Отечественной войны. И они начали, этот клуб революционной, боевой и трудовой славы ставил задачу организовать, создавать музеи в районах республики. Так были созданы музеи в Меганокласском районе, Амгинском, Белюйском, Покровском, многих музеев. В 1978 году, до 70-е годы, в СССР начали по опыту Владимира Суздальского музея стали создавать государственные объединенные музеи. И опыт докатился и до Сибири. Раньше нас, создали в Бурятии такой музей, Бурятский государственный объединенный музей. И мы в 1978 году создали Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского. Главной целью было создание сети государственных музеев в районах республики. До этого мы с большим трудом всегда кое-как добивались единицы, даже единицы уборщицы, музейного смотрителя мы ставили Министерство культуры Российской Федерации. И после создания Якутского государственного объединенного музея мы где-то больше 20
ну, точнее, если быть точно, 28 филиалов организовали, провели профилирование, и в этом году проводилась очень большая работа по полной сверке экспонатов, ну, с документацией. Мы в 1977 году, к 60-летию Великой Октябрьской революции, мы заняли второе место в смотре отделов истории советского периода, заняли второе место в СССР. Это был большой успех. Мы организовали в 1981 году большую выставку в Ленинграде, Якутия, Якутская ССР, прошлое, настоящее и будущее. Организовали очень хорошие выставки с участием министра Ефима Николаевича Васильева, народного писателя Дмитрия Конча Сипсона, народного артиста Гаврила Гавриловича Колесова. Это была практически подготовкой к созданию самостоятельной экспозиции в разделе нашей республики международной выставки «Человек и его мир» в Монреале 1981 года. Но мы работали там 2 месяца. Это была большая школа. Мы впервые организовали, наш музей впервые организовал такой международный раздел такой престижной выставки. Тем самым была открыта дорога нашим музеям, нашим творческим работникам, ну, покорить международное пространство. После этого, значит, мы создавали выставки в Бухаресте, потом в Лейпциге, Монголии, Японии, Польше. Ну, это был неоценимый такой международный опыт. Но, пользуясь случаем, я хочу сегодня поздравить своих коллег, краеведов, музееведов республики с нашим профессиональным праздником, Международным днем музеев, и всех якутян поздравить годом Великой Победы, годом патриотизма, годом памяти и славы. Музеи проводят сейчас исключительно полезную и нужную работу по патриотическому воспитанию молодежи, трудящейся нашей республики. Счастья вам, здоровья, успехов!